Гаврил Васильевич Ксенофонтов саха биллилях историк онна этнограф ученая. Саха омук төрүттенитин бастакыннан кең далаһыннаактык, дирин корутуулаактык кинчи биде. Кини үлелергер андайду ученайдара бары тирагыраллар. Биллилях болда да сихили үйретиллибит, комуйбут материалы ымпыктан-чымпыктан ырытыллыбыт ден өйдөнөр. Онтан Гаврил Ксенофонтов уранкай сахалар эллеяды ден кең эйгега биллибит кинигелерин таханан өссө канны күлелердäгай. Тоқ қаннық чинчийлери үппутай. Кини элбэх экспедицияға сылжан үгіс материалы қомуй бұта білдер. Саха сиригер Красноярскай крайга, Хакасияға, Бурятияға экспедицияға сылжыталабыта. Москва, Петербург, Казань, Томскай, Иркутскай, Улан-Удэ архивтаргар үлеләбіде. Онунан тыгынча бу иннене кимді қомуй батақ седах материалдара, себеденелері, бұлымнюлара, учены үлелергер тихиллері мұнюлы бұттыра. Олар әрі бұманы барытын, чөкөтен научны үлі оңырын тахарыр жол Ксенофонтовка тосқой батыға. Кені народ өстөғі атыран тұтылды бұта, онна ұтылды бұта. Ити күрдік саха омық историятын өретіге оңғылуқтақ сөйді арыйлар бұқсылды бұттыра. Онтан Ксенофонтов архыба тұспа жылғаланан арас мұғыллыры ахан, сорығы сүтен өхін, біліңі дылы синтиен келі. Бу архив төһө үйретилдери. Түйрөмук онна сахалар историяларын чинчииге үлеләбит, ол кемге соғыта учуанай. Муспут материалы седах онна туақады тәңнеммет сүді суалталақ. Биллилях учуанай бітнехилесті бетігер сығымыт қайдағый. Ити күдәріне өскәбіт ұйытылар болбатақ. Екатерина Назаровна Романова, историческая наука кандидата гуманитарный чинчии институтын этнологический чинчиилерге кейнен себедисея. Кені Гаврил Ксенофонтов архивын үйретini сүрін сыл сорук оңостон үлелер. Гырырдығаттан Ксенофонтовтар тустарынан сибигінәхін кәпсетелерін истен улаппыда. Келин соғыру үйрені сылжан Гаврил Ксенофонтов ден бір дойдулақ ученая улханлык сыналанарын кен тұтта саныра. Онтан ыла Екатерина Романова бұ кеге үлетін олығын үйретен чинчиен барбыта. Кені Ксенофонтов архивыгар сығын туғынан туспа саналақ. Ол санатын бігігі берейбет сүрін тосқолын бұғытнан тұттабыт. Но вот сегодня отношение к архиву меня очень удручает. Так как люди не могут, может быть, читать, они считают, что он как-то вот не востребован сегодня. Наш архив Гаврила Васильевича Ксенофонтова. Гаврил Ксенофонтов архива саха сиринәгы научны кин архивыгар қараллансытар. Барыта сүз ағуғын 5 жыла 16 тыгынча илис бар. Материаллар сүрбеттен тақса темағар арылан тихилли биттер. Манна фольклорга, этнографияға, итәғалге, үгеске, литератураға, тылға, сурукка бичекке, археологияға сығаннақ материал эгелгеті бар. Бел бастықы үрдінен көрүге. Бу архив Гаврил Ксенофонтов кихи онна ученый бұғытнан уғылычутун дегиттер тахамнағын арылқайдып көрдірер. Вот такие вот очень интересные. Я говорю, архив — это целый мир самого исследователя, мир самого человека. Поэтому очень бы хотелось бы, конечно, чтобы была совершена такая доскональная расшифровка текстов, атрибуция его текста. Вот это было бы очень хорошо. Теперь я хочу сказать о том, что архив надо поделить, безусловно, по направлениям, потому что он очень многосторонний был. Вот мы его называем историком, этнографом, фольклористом. Он был религиоведом, как я сказал. Так ведь он уже был и археологом. Бу сахарбут кумағылар саңата суық элбәғі тайтаран кәпсиллер. Ордук бу маны қомуйбут кеге түрәбіт дойдутун, бейтін омугун, туақтағырды өрі тутарын, ытықтырын, таптырын туғылулар. Төһөді Гаврил Васильевич наукай гетигер көхін, политикаттан тәйбит күрдік, сана өскәтер кені жігінен, бу ученый бұғытнан үлеті политическай солталағын өйдүрі. Гаврил Васильевич Ксенофонтов понимал, значит, такой вот образ ученого, как политика, потому что у него есть, значит, в его работах такое, что я занимаюсь этнографией, а этнография — это наука политическая. Почему он так считал? Вот сейчас мы все занимаемся политологией и так далее, да? Вот он, значит, в своих работах 30-х годов пишет, что
у меня просто-напросто становится холод идет, когда вдруг о народах Сибири говорят, что они туземцы или дикари и так далее. То есть этнография — это в первую очередь описание, анализ народов не потому, по такому высокомерному имперскому отношению к народам, а именно в первую очередь с уважительным отношением ко всем народам, которые проживают. Вот, может быть, то, что он после революции Октябрьской немножко отошел от политической деятельности, а он разочаровался, в принципе, скажем, в идеях революции. Но вот когда меня спрашивают о том, что вот он полностью посвятил себя науке, я говорю о том, что Гаврил Васильевич ушел от активной политической борьбы, но это не означает, что он не сохранился как общественный деятель. Он уходит как раз в науку для того, чтобы на страницах научных журналов и статей, книг писать о том, какие у него общественные взгляды. Потому что в первую очередь Гаврил Васильевич, конечно, был патриотом своего края, своей республики. Вот это именно лидер национальной интеллигенции. Гаврил Васильевич Ксенофонтов, вот он в 20-е годы полемизировал с дореволюционными исследователями Страшанским, Виташевским, Серошевским. Вот, считал, что они к якутскому народу отнеслись несправедливо. В чем заключалась эта несправедливость? В том, что они поставили в один ряд якутов вместе с тихоокеанскими и африканскими этносами. Это его глубоко оскорбило, потому что он все время подчеркивал, что якуты — это скотоводческий народ, обладает скотоводческой культурой, на основе которых, тогда он с позиции материализма, конечно, все это оценивал, диалектики, стоят гораздо более на высокой ступени социально-экономического и культурного развития. Гаврил Васильевич Ксенофонтов в 20-е годы он также критиковал сотрудников академических экспедиций за то, что те увлеклись лишь только изучением земного магнетизма, полезных ископаемых, флоры, фауны и так далее. И обращали недостаточное внимание на изучение человека. И прямо он писал, в архиве эти документы есть, в Национальном архиве, о том, что срочно надо изучать, записывать аланхасутов, алгасчитов, которых тогда, в 20-е годы, осталось где-то на территории нашей республики 10-15 человек. То есть уже тогда, в середине 20-х годов, Гаврил Васильевич заострил внимание на записи, на сохранение уникального духовного наследия носителей древнейших знаний Аланхо. Якуты, живущие на севере, он их вдруг сравнивает с высокой культурой, цивилизацией скотоводческой, кочевников и так далее. В то время это казалось ужасно, потому что север — это, конечно, что-то связанное с очень такой, скажем, отсталой культурой, ленивоческой и так далее. Поэтому я даже думаю, что за его научные труды, куда бы он, бедный, не обращался в то время. Я специально смотрела, в Институте востоковедения в Ленинграде, в Санкт-Петербурге сохранились документы, где он выступал со своими докладами. Он блестяще выступал, но почему-то эти статьи не публиковали. Он отправлял в Институт этнографии свою работу о религиозных верованиях якутов. Отзывы были очень хорошие, опять не публиковали. То есть он находил везде стену непонимания, поэтому это вообще очень большая проблема, выходящая вообще на российский уровень того времени, ученые и время. Поэтому я думаю, что тот, кто хочет заниматься не только, допустим, личностью Гаврила Васильевича Ксенофонтова, но такими широкими философскими проблемами, как ученый и время, понятие ответственности ученого в целом, всегда же стоит все-таки какая-то проблема выбора перед человеком, ответственным за судьбу народов и так далее. У Гаврила Васильевича была такая дилемма всегда, но он безусловно, надо сказать о том, что был истинно объективным ученым. И
Поэтому я думаю, что он формировал, вот сейчас есть такое понятие «картина мира», когда формируется национальная картина мира. Он формировал эту картину. Он впервые дал возможность якутскому народу почувствовать, да, мы имеем свою достойную культуру, мы имеем свою историю, потому что казалось, что раньше у нас нет истории. Мы все в то время в Советском Союзе как часть, механизм какого-то небольшого народа. Нет, Гавриил Васильевич пишет о том, что даже маленький народ имеет свою уникальную культуру. Поэтому, безусловно, это крамольные тогда мысли. И я думаю, что его репрессировали не только за то, что он что-то делал тогда, когда вот была февральская революция, когда был этот союз федералистов, просто за его научные идеи. Гавриил Ксенофонтов тыгынчы 930 сыллаққа тұтылуыда. Бұ КГБ бербет документугар Гавриил Васильевич федералистер түмсүйлерин салаячытын бұғытынан тұтылуыда ден этиллер. Кені отчолорга Москва аттынағы Дмитров Коракка оларан научный үленнен жарықтадары. Саха серинағы Тылуана литература института кенені 2 сыллақ научный командировкаға үппіда. Онна кені өрсылларға мұспыт материалларын чөкөтен, архивтарға, музейдерге өлелен, саха омук историятын туғынан кенігені белемнере. Мусустар сүрбекке күнігер 930 сыллаққа тұтылды бұта. Онна олсыл атыржақайын сүрбағыз күнігер үрдікі суыту яғынан ұтылды бұта. Ден бұ КГБ бербет ұспарапқатығар бігергетелдер. Олар әрі научный кен архивыгар бір жікте документ копията ме бар. Это свидетельство о смерти очень странно. Могли ли в те годы, 50-е годы, просто так писать? Слушай, да? Вот приговаривали к высшей мере наказания, и потом заменяли на 25 лет, на 20 лет. Да? Запросто. Нужны были рабочие руки, дальстрой. Свидетельство о смерти Гавриила Васильевича Ксенофонтова был документ бар. Гражданин Ксенофонтов Гавриил Васильевич умер 3 апреля 1942 года. Возраст с 1888 года. Причина смерти она был тухтаматах был. О чем книге записи актов гражданского состояния смерти 1956 года, ноября месяца 16 числа, произведена соответствующая запись за номером 16. После смерти город селения Гендебиттер. Это был документ, дата выдачи 10 февраля 1958 года. Ден бихана саллаха берилибит бу. Бу холоврак Ксенофонтов бүтүн быдан аспытын кенне берилибит. Аны те ученыйдар билген бу документты көрөн барыннар наха сохуйдулар. Тоо бу өлбүтүн кенне өрбагай болон барын берилибит. Ден ким бу документты калан бербит ден осунан бу документ маннык документ бары табырын ден эттилер. Бу свидетельствоны Горьковской область НКВД-та бербит. Тыгынча 930 сыллаққа ытылдан өлбіт кехеға тоғыр әт 4 сыл болан баран. Тыгынча 942 сыллаққа мусустарға өлі ден документын орбуттар. Ол туғынан 14 сыл болан баран анал кенегеға сұрый бұттар. Онтан свидетельстветін бейхан аға сыллаққа оңорбуттар. Ол аты Гавриил Васильевич біріге беркеннеттен тута ытыллыбаққа 4 сыл болан баран өлбіт болуын сөп құрдық. Маннык табырыннар Гавриил Васильевич үлетигер ологор элбәхтерден учонайдар этеллер. Ол кене сите үйретеллибе тагыттен түрөттәгән сабаглыкка сөп. Гавриил Васильевич тутуллоненене он агысыл устата научный чинчийлери оңорбута. Бу өрсыл буспут материалын билен турар бейдин күтте иджесыл жара. Онан бай архивтага. Кенини туталларыгар жонақтыытынан сорох материалларын илже барбыттар. Онтан қалбыт архива туспа усториялах. Бу архив Ксенофонтов үлелерин суолтатын өйдүр, сыналыр жон бар болан быхаммыта.
Бабулағын біле-біле қорсын саналақтар, сорогор кистен, сахыран, сорогор туруорсан ирдехен сахасригер ағалбыттыра. Гаврил Васильевич тутулубутун кеннем, олорор жейлерин катаан кебеспиттире. Ксенофонтов кергене Клавдия Арсентьевна онно кистен кирен архивы корзиналарга уган тахарбыта. Онно сорогон жирдүгер кистебите сорогон иджеварбыта. Сарайга кистеммит корзина сери кемигер умаян калбыт. Онтон ордубутун Клавдия Арсентьевна өлөрдүлү кисти сылжыбыта. Архив барын ученайдар билеллере. Фольклорист онна этнограф Георгий Стинович Эргис Ксенофонтов бир дойдулага архивы быгырга ураты өңөлөк. Бу документтардан көрдө кабылган 1905 жылга Георгий Стинович Эргис Москва командировка барбыт. Манна кини боччөтө хуреренен бала бурдук дебит. Перерывы между совещанием и сессией съездил в город Димитров и осмотрел научный архив Гаврила Васильевича Ксенофонтова и написал докладную дирекции филиала о приобретении этих материалов рукописный фонд института. Он кален докладной тюрер манна тохтен о научной ценности. Камыгетерил. Бу камые манна дашы тох соргу хадачым турбут документтан пока был батым де багар очойды көрдөка булокка дөп болу арас болмандык приказ бар даганы хөп онтон боллагана биһен асыллакка бу хуриялларынан биһен асыллакка Ксенофонтов де делата тиллер кергене үлбүт оны бола бу тугун Гаврил Васильевич Ксенофонтов архивен кергенин аймага хөп Мария Арсентьевна Цицирская де тотан калбы дебит. Ол кени бола Красноярский хоракалар бит. Онтон бу Цицирская болана улаханны гөлҗебит. Соседката дебиттер. Пашкина ден Георгий Стинович Эргиске тох Аллаха ыксалла хоройбут. Бу архив олық хүтен миллионер кемді қағамат. Бұл Цицирская оғық көжетерге оқымағалары тұттан әрерден. Иннегенен болғаны әйті хұрығы тұтаттағаны бұл тұппыттарғар Георгий Стинович Эргихи я 15 қоныққа командировка оформляйданнар Красноярскайға үппіттір. Бір тігінші қатчына олы Мария Фанасьеваға әті бұл архивы тұтан олар бұдығарден бөлі тоқамнас күрдік төләбіттір. Бейін ағасыллаға. Я оны бүтінні манна ол тейен ағылбыттір. Оны бұл архив фонығар тұттар бұд Георгий Стинович Эргис. Ол кәлері әті кәпсейлерінен бола олық біле просто связьке байылы бар тоқымағылар бола. Тоқта систематизацияда тоқта оқ. Оны бола бұл кім научный обработкатын, описаниятын Алексеев Николай Михайловичтен научный сотрудник бар білеләбеді. Оны Прокопий Алексеевич Ефремов научный лөйт. Оларға 40 турарандар 64-65 жылдардағы бұл кен архивен барытын олық систематизациялан, описания орандар. Кенелер ол қауыз күрдік құмағаны бәрәдәкті әбіттір. Икки сүді кеге ураты сығына бұ түгентен аралқайды көстір. Ксенофонтов онна Эргис. Эргис тоже совершает подвиг, я думаю, потому что привести этот архив. Совершили подвиг и Алексеев Николай Михайлович, и Прокопий Алексеевич Ефремов, потому что, ну, представьте себе, это все было в таких каких-то чуть ли не мешках. Из этих мешков все вытаскивать, все это с каким-то образом атрибутировать хотя бы на первом этапе. Быгаммыт архив сағланан элбәк кихе қату халата. Фондынан элбәк етуанна, елендерна кандидатская диссертация, докторская хуриялар. Не беден алфавитна хурия бит, олық ағырған аға верхан күчімая. Олен кайын, біле бағырбыттырында ең кайын ақпат боландар, ұрықтар. Көрі хатаваттыр олақ.
Ол әрі білген Ксенофонтов нехилесті бетігер сығын саңа жағаллары, саңа көрүйлері әрейер. Самая основная задача ученых – это, конечно, начать планомерное изучение архива Ксенофонтова. К сожалению, архив в ужасном состоянии. Вот этот шрифт его, который, значит, очень сложно читаем, видимо, привел к результату, тому, что он хотел сохранить это для нас, для потомков, понятно, да, чтобы, когда он будет репрессирован, все бумаги должны были быть сожжены, это понятно. Вот, он для нас это сохранил. Поэтому люди все думали, которые, наверное, там приходили, смотрели, что это непонятно, давайте оставим. Вот его шрифт, сейчас мы посмотрим. Вот по этим шрифтам очень сложно что-то понять. Вот как вот мы теперь вот. Я просто хочу вам посмотрите, очень сложно читается этот шрифт. Вот хотя есть алфавит Ксенофонтова. Но единственное, что я просто вам могу сказать, что это сортолар торютере. Вот мы читаем. Сартолы — это такое было племя тоже древнее, очень интересное. И вот тут вот идет, допустим, о том, скорее всего, речь жанр — это историческое предание. Все зашифровал. Вот, ну, про шрифт я вам уже сказала, почему мне кажется такой шрифт, почему он специально сделал такой шрифт, потому что я говорю, что он понимал, что его работы в какой-то степени будут носить политический характер. Но вот сегодня отношение к архиву меня очень удручает. Так как люди не могут, может быть, читать, они считают, что он как-то вот не востребованный сегодня, наш архив Гаврила Васильевича Ксенофонтова. Хотя я хочу сказать о том, что у него удивительные переводы Аланхо. Он, может быть, единственный из ученых, который занимался, застал еще вот то время, когда была живая традиция фольклорная. Очень долгое время работала с Петром Колесовым. Это, ну, скажем так, самый, может быть, известнейший аланхасот атамайского наследия, который имел в своем арсенале до 40 с лишним аланхов. И вот он у него записывал, а потом переводил эти аланхо. В архиве эти переводы есть. Вот. Но мы понимаем, великолепное знание якутского языка, конечно, какие-то были переводы. Поэтому, когда сегодня мы просто переиздаем какие-то переводы, ну, допустим, Естремского, того же самого Державина, очень жалко, что мы не обращаемся к своим великолепным переводам того же самого Гаврила Васильевича Ксенофонтова. Так? Потом, значит, мне кажется, что очень хорошо было бы обратить внимание на неопубликованные работы, связанные с шаманизмом. Вот маленькая работа вышла в 30-е годы, легенда и рассказы о шаманах у тунгусов, якутов и бурят. А здесь почти 16 тысяч рукописного текста. Он же был в экспедиции, начиная от, скажем, Кангаласского улуса, заканчивая севером. То есть это все вот так вот пока лежит. Не напечатано. Не напечатаны его работы по религии и культуре. Дело в том, что Гаврил Васильевич Ксенофонтов не принадлежит якутскому народу, он принадлежит всемирной науке. Поэтому вот когда я об этом говорю, мне, конечно, очень печально. В этом году мы хотели провести большое событие, 120-летию Гаврила Васильевича Ксенофонтова, и организовать научный форум, где мы могли бы поговорить о его методологии, о его новых работах, вот, которые не опубликованы. К сожалению, денег, как всегда, на эту конференцию нету. И вот поэтому сейчас все стараемся как-то изыскать средства. Вот, очень надеюсь, что в этом плане нам как-то и правительство поможет, может, УЛУС как-то, чтобы сегодня зазвучали по-новому его мысли, идеи. И мы бы поставили вопрос там уже бы о рукописном наследии Гаврила Васильевича Ксенофонтова. Архив, к сожалению, рассыпан. Листки написаны карандашом и поэтому угасают. То есть еще бы, наверное, 5 лет, и мы очень многое потеряем. Вот, поэтому я говорю, где-то около 16 тысяч листов рукописных. Ну, это, конечно, напечатанные на машинке и так далее. Ну вот, поэтому, конечно, надо сказать о том, что то, что сегодня мы говорим, что архив Ксенофонтова – это один из, скажем так, уникальнейших архивов, который хотел взять Институт этнографии в Москве, а мы его так содержим здесь, конечно, говорит о том, что наш долг сегодня просто-напросто срочно принимать меры.
Хочу призвать, конечно, нашу интеллектуальную элиту нашей республики, чтобы мы, конечно, выполнили свой долг. Просто свой нравственный, я скажу, и научный долг о популяризации и освещении. Хочу обратиться к землякам, Григорий Васильевич Ксенофонтов, и сказать о том, что вы должны просто гордиться тем, что в вашем улусе родился, великий, скажем, человек, ученый, энциклопедических знаний. Я хочу пожелать прежде всего молодым исследователям обратить взоры на богатейшее наследие, духовное наследие, оставленное Гаврилом Васильевичем Ксенофонтовым, с тем, чтобы школьники Хангаласского улуса, которые активно участвуют ежегодно на Всероссийской конференции «Шаг в будущее», почаще приходили в архив Якутского научного центра, где находится архив Ксенофонтова, и на основе этого писали свои доклады, выступления, брали эту тему уже после окончания школ, учебных заведений и при поступлении на исторические факультеты в качестве дипломных работ и в качестве диссертационных работ. Ученыйдар этеллерин курдук аңардас наука жөнөрө болбакка бары архивы үйрөтиге оны быгырга күскөмө болук потенсеп. Колобур белеген документтары үтүкчү түһәрәнеләр аныгы терилләр баллар. Олору кырынчы көбүләһиннә архивка беләхтәтәккә улахан көмө болу өтә. Онтон улус кас бидди оскулатын учуталлара. Ксенофонтов архивыгар оголору келлерен чинчиер үлага сыгыраллара болдар. Учуонай нехилести бетигер сыгын инникетин улары ете. Жиңинен аңардас болгомтоннан даганы көмөнү оңоруукка сөп. Билигин даганы Гаврил Ксенофонтов саңөлөлөрө бечәттен яктарын кең айгага биллияктерин сөпөбөт. Ону коюута батарбыт каннык. Улахан учуонай катыламмат чинчиилере тутак жылгаламматыннар.